Так, всем привет, вы снова на канале Другой Туризм. Сегодня мы снова с Никифором Кимовичем пришли на рынок накануне Нового года, потому что... Новый год. Надо рыбу брать. Какую рыбу покупать, для берем чего? для строганины. Конкретно под строганину поищем жирную рыбку. А какую конкретно? Именно подледку свежую, которую вот недавно привезли в Якутск. Так, ты у нас пропадаешь. Нет, я имею в виду сорт рыбы какой. Чир берем, муксун, омуль. Мама сказала омуль не брать. Не, омуль под строганину не очень. Конечно, чир. Лучше Или... озерный. А муксун? Ну, муксон не очень вкусная рыба такая под строганину. Именно чир идет. И в конце видео мы расскажем, какие зарплаты в Якутске и может ли обычный житель города пойти на этот рынок, который называют все буржуйским, и купить себе рыбу. Фонарики включили. Делаю перчатки. Идем на рынок. Мы покупаем на улице, правильно? Да? Внутрь мы заходить не будем. Не будем. Ну, если замерзнем, зайдем. Какая у нас сегодня температура на улице? Ну, телефон говорит минус 40, но по моим ощущениям это 43-то есть. А утром что показывал твой термометр? Я что-то утром не посмотрел. Ясно. Откуда мы начинаем наш осмотр? Ну, отсюда. Так, караси нам не нужны. Вот, чир подледка, 1300 килограмм. Какую рыбу размером, весом на строганину обычно берут? Должна быть жирненькая, кругленькая. Вот это худая. Видишь, она плоская. Угу. Это самец. Вот это некрасивую лучше сразу мимо проходим. Некрасивая это вот если там перетяжки какие-то есть. То есть она задохнулась в сети. Ну все, идем дальше. Ну, хороший. Раз, два. 2000. Да. Ну, Сколько в среднем рыба весит? в среднем где-то 1,5-2 кило, но эти 2 3-4 кило. тысячи, да, рассчитываем? Ну. Просто изобилие рыбы. Тысяча 300 чир. Вроде нормально выглядит, нет? Ну, это маленький, худенький какой-то. Пошли искать жирного. Да, а еще иногда привозят летнего чира. Он замораживается в морозилке, и по нему прямо видно, он бывает такой весь. Ну, как селедка, вот когда вот в брикетах замораживают. Когда разламываешься, видно, что там эти, как называется, вмятие в рыбине от другой рыбы. Чир крупный 2500, нет? Ну, это сильно крупный, это жирненький. Жирненький. Здравствуйте. С наступающим хотим вот чир на строганину. Ходим, снимаем, смотрим. Какой нам надо? Вас сколько человек? 2 человека, 10 человек? Нас два. Нас два, их много. Вот, если много, вот по 200 самых ходовых. Или вот 2-300. А сколько такая рыба в среднем одна весит? Это где-то 2 килограмма примерно. Угу. 4000 призов. Еще вот есть чуть поменьше. И вот Ну, это на одного. Да, на двоих. На двоих. Это рыба размера романтик. Так, идем дальше. Смотрим рыбу. Это кто? Это нельма. О, Ну, это на засолку, на жарку. сколько букет из рыбы. Вон, смотри, какая. Это рыба прям как этот трон железный из «Игры А престолов». это ряпушка. Здесь как красиво смотрится. Ну, некоторые любят ряпушку. Здравствуйте. Рассказывайте, что вы продаете. Деньги делаем, автор. Какую контрабанду продаете? Чира? Чир подледка. Свежий, красивый, мощный. Сколько стоит килограмм? 2500 такая. Офигеть. Тут на ютубе все ругают, что у нас цены как у этих. Короче, очень дорогие. Хуже. Все, нету денег. Согласна. А вот чир останется надолго. В желудке. Да, и зимой спать будете сладко, как медведь. Хорошо. И не замерзнете. Это Как вы тут инвестиции работаете, в кстати, свое зимой? Как здоровье. тут зимой работаете? А? Как тут зимой работаете? Ничего. Не холодно? Завтра попробуйте, покушайте. 15 тысяч что ли стоит? 15 Ну, тысяч. давайте вас вам пакет подарю. Всё. Спасибо. 3 личных осталось, остальные все озерные. А как они внешне отличаются? Ну вот они, видите, вот это речной, вот это речной, вот речной. А озерные?
Озерные, вот все, остальные все озерные. А, на типа пожирнее, вот видно, что такие. Озернее, жирнее. Озерные жирнее, да? Да, озерные жирнее. Речные по суше немножко. А, вот так вот ты имеешь в виду, когда так замораживают? Некрасиво выходит. Ну, такое только на пирог, там, на Чир осенний. пирожки, на Замороженный. жарку. Ну, видишь, тут прямо пишет, что он замороженный. Мгм. Что это не свежак. Да, это не свежак. Да икра откуда может быть? Людей много. Кто-то в прошлый раз говорил, что людей на рынке нет. А еще тут много. Чтобы было тепло. Это кто у нас? Медведь? Нет, это олень, наверное, оленина. Оленя шкура. Чтоб на ней стоять. Некоторые на картонках стоят, а самые умные стоят на шкуре. Самые богатые. Привет из Приморья. Креветка. Краб. Гребешок мой любимый. Короче, у нас учился конфуз. Телефон замерз и выключился. Поэтому сейчас у нас сколько там, 10% на телефоне. Коротко. Какие зарплаты Никифор Аркемович в Якутске? Ну, статистика говорит, что зарплата в Якутии 120 тысяч В Якутске. в Якутске. Мгм. Да. Но на самом деле я думаю, что разброс цен, вернее, зарплата намного больше, там, грубо говоря, от 20 тысяч до миллиона. Ну и средний выходит 120 тысяч. И вот мы сейчас пришли, цены уже посмотрели, пока еще ничего не купили. Обычный человек сам может прийти на рынок, там раз в неделю покупать себе. Ну, если он не пенсионер и не безработный, любой может подойти сюда, купить хотя бы раз в год, позволить себе рыбу. А на деле там зарплаты, конечно, все-таки есть у людей и побольше. Они чаще, наверное, приходят сюда. Но я, например, помню, что для меня крестьянский рынок всегда был тем местом, где самые низкие цены, в отличие от магазинов, например. Поэтому я всегда сюда прихожу. Нет, я не сказал. Есть места, например, я осенью, в сентябре купил летнюю рыбу, шоковой заморозки, по-моему, 450 рублей чир Это где? за килограмм на базе. Ну, на базу ехать, да, на далеко. Вилюйский тракт. По объявлениям можно купить, найти рыбу подешевле. 1000 рублей килограмм, по 800 рублей. Особенно цены упадут осенью, когда все начнет таять, весной, когда все начнет таять. Летники надо освобождать, и цены пойдут вниз. Можно на лето закупиться рыбой. Неплохо. Ну, а мясо нам в основном привозят все родственники из деревень. Да? Не, ну забой тоже вот осенью. Когда мы были? В ноябре были. В ноябре были, да, может там неплохо отовариться. Потому что покупаешь на целый год мясо. Вот смотри, мне нужно купить сейчас одну рыбину. Это получается где-то, 3-4 тысячи рублей я потрачу. Но мне нужна одна. А тебе сколько рыб нужно купить? Что ты будешь делать? Одну рыбу только на строганину, потому что у меня на дигирку рыба есть, на жареху, на соленье рыба есть. Только на строганину одну рыбку взять. Красиво построгать жирненькую рыбку. И мы сейчас с тобой искали озерного чира. Озерный, любой озерный, либо какой-то должен быть определенный озерный чир, типа как караси, кобяйский, например. Нет, озерный чир, он просто во время половодья заходит в старицы, потом вода спадает, и он там жирует до осени. А потом осенью выходит, когда опять половодье. Вот его ловят. В общем, сейчас, я надеюсь, телефон немножко подзарядится, чтобы я сняла процесс покупки рыбы, выбора и покупки. Верим в это. А если не получится, будем снимать на твой телефон. Хочу. Все, ты показывай, какой ты выбрал. Вот. Потому что? Потому что он жирненький, кругленький, не сильно большой и не маленький. Где-то 1,5 килограмма, да, сказали? Ну да, где-то так. Так. Ты такой будешь брать? Да? Это цена, да, или что ли вес? 800. Это Вес. вес, ага. Так, а мы на сколько? То же самое? И он с икрой, да, говоришь? Откуда эта рыба? Без икры. А рыба откуда? Усян. Смотрите, тут так как на улице холодно, есть специальные такие штуки, куда кладут терминалы, чтобы ничего не замерзло. Все, рыбу купили, в пакет и в рюкзак. Спасибо большое, девушка.